Салам, друзья, меня зовут Саша. В общем, недавно мне порекомендовали посмотреть видео про кыргызскую свадьбу. Я смотрел уже много кыргызских клипов, кыргызских видео про саму страну, фактов о стране, но я никогда не смотрел кыргызскую свадьбу. Кстати, да, я был один раз на свадьбе, то есть меня вместе с моими родителями приглашали, поэтому я примерно знаю, как это все происходит. Поэтому в этом видео я сравню вашу кыргызскую свадьбу, то есть ваши обычаи с украинскими обычаями, которые происходят на свадьбе. Скажу, что у нас по-другому, а что у вас по-другому отличается от нашего, поэтому я думаю, будет очень интересно. Кстати, друзья, пока я не забыл, надо передать привет. Сегодня привет у нас получает Кадырбек Жеаналиев, вот твой комментарий, вот он здесь, спасибо, что ты его написал. А если вы хотите, чтобы я передал привет именно вам, то просто пишите любой интересный комментарий. Другие пользователи будут лайкать его, он будет выводиться в топ, и, возможно, именно вы получите в следующем видео привет от меня. Вот так. В общем, друзья, я очень долго искал подходящее мне видео про свадьбу кыргызов, и нашел только видео от Оскара Райза, и оно меня сразу заинтересовало, поэтому сегодня посмотрим именно его. Кстати, ссылка на оригинал всех видео, которые я смотрю, есть всегда в описании. Там я оставляю и каналы тех людей, от которых это видео. Поэтому это видео не исключение. Можете поддержать автора, потому что он сделал действительно очень классное видео. Поэтому потом не нужно спрашивать, что это за видео. Если что, оно называется «Свадьба кыргызов 2019. Шикарная кыргызская свадьба. Сон Кол Ресторан». Ладно, не будем медлить и будем начинать. Идет подготовка к свадьбе. Вот невеста собирается. Ух ты. По этим кадрам я вижу то, что они уже вместе. Кстати, у нас в Украине, допустим, не принято видеть саму по себе невесту до свадьбы. А вообще, нужно, чтобы вывести невесту из ее дома, нужно заплатить за нее выкуп. Это у нас такие украинские традиции, так сказать, конкурс. Ладно, смотрим далее, посмотрим, что там еще интересного. Да, Оскар Райз. Сегодня меня пригласили на свадьбу. Сегодня наш Это младший лайфлог. братишка женится, его зовут Айбек. И я сегодня хотел бы просто показать, как вообще проходят кыргызские свадьбы, в каком формате, как это все происходит. Особенность вот таких вот мероприятий. Нас приглашают в 4, а сейчас уже близится время к 6 часам. Ух ты, это как бы такая традиция, то есть опаздывать на свадьбу. Да? Ну, как бы вот он говорит, то есть приглашают на 4, а сейчас уже 6 часов. У нас, кстати, такого нету, то есть надо приходить вовремя. Это как бы принято. Или раньше можно приходить. Нужно приходить с небольшим опозданием, это, наверное, такие А у вас, наоборот, с опозданием нужно приходить. традиции. И мы сейчас будем начинать примерно, я так думаю, по моим меркам в 7 часов. Но Ух это ты, нормально. то есть это приглашали, кыргызские приглашали на 4, а они начинают на 3 часа позже. Прикольно. старые древние кыргызские обычаи. Ждать, пока все придут, тоже традиция. Прикольно. Красиво. Очень красиво. Так по-праздничному, тортик, все дела. Здесь будут находиться молодожены вот на этом месте. Кубанышы бақтастар кон жайнады, келин алып улун үйлөп бактысына. Куда болуп кадам бас, өмүргө табылды. Я понимаю, дождались они уже, да? И как бы их запустили в зал с едой. Пресная речь и приглашение молодых. Ага. Вот они заходят. Все снимают. Они-то, получается, вдвоем вышли, то есть свидетелей у них нет, потому что вот у нас, допустим, чтобы пожениться, от жениха и невесты идут по одному свидетелю, которые потом в будущем могут подтвердить то, что они поженились. Момент торжественного бракосочетания. Подождите, или вот это вот все-таки есть свидетели, вот посмотрите. Вот эти вот, вот смотрите, вот это свидетель от, допустим, от жениха, а это от невесты. Или это их родители, просто вот я вот не понял. То есть, получается, все-таки есть свидетели у вас. Хорошо, смотрим дальше.
Siz Я ayday принимаю, да. Айбектин өмүрлүк жубайы болууга даярсызбы? Наверное, спрашивают, вы там, готовы ли вы выйти замуж за вот этого мужчину? И вот они отвечают, да или нет. Ну, скорее всего, все ответили да. Кстати, у нас венчание происходит в храме, а у вас, я так понимаю, все вместе происходит. То есть не нужно никуда идти, и все происходит в одном месте. Правильно я понимаю? Ну вот, да, прям здесь. Вот кольца. Одевают друг другу на руки. На невесту обязательно надевают белый платок. Ух ты. Этого я не знал, у нас такого нету вроде бы. Ух ты. Это я так понимаю... А вот это что? Это получается... Вот это родители им дали вот эту вот свечку, потому что у нас, допустим, родители молодоженов встречают караваем и хлебом с солью. А здесь, я так понимаю, или хлебом с солью, а здесь, я так понимаю, вот такой вот свечкой. Или это не родители? Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я вот, если честно, не понял. Мы ваши рабы, фраза, которую говорят родители жениха. Ух ты. Урматтуу Куда сүйөктөр, урматтуу бүгүнкү Айбек менен Айдайдын А, да, это все-таки была мама, которая давала эту свечку. Айбек менен Пожелания Айдайдын и тоюнун благословения родителей. коноктору. Что-то там, что? Бүгүн Ладно, не баарыбыз важно. күбө отурабыз. Ушу Айдай менен Айбек үйлөнүп, Барашки на гриле? А, это торжественный банкет, я так понимаю. Вау. Красиво подают. Много тостов, очень много тостов. То есть каждый поздравляет жениха и невесту. Балдарым, чоңойсун дейт. Ну, как же без дискотеки? Кстати, это не... Ух ты, Gangnam Style! Это точно не кыргызская песня. Прикольно. Так, сейчас посмотрим, какие у вас конкурсы на свадьбе. А потом я расскажу вам про наши конкурсы. А вот мне интересно, кто здесь с кем танцует? То есть наугад или выбирает? Вау, это прям красиво. Özbek biyine kol çağlar var mı? Orus biyine kol çağlar var mı? А что это? Biyine kol çağlar var mı? Победители, наверное, объявляют или что-то такое. Gelingizler. Massaj жасайбыз. Массаж друг другу делают. Sol koldu götürüyoruz. Так, ладно, перед тем, как мы перейдем к следующему фрагменту, я так понимаю, я вам расскажу про наши конкурсы, которые происходят при свадьбе в Украине. В общем, у нас есть такая традиция, допустим, кто-то крадет туфлю невесты, и ее нужно найти. А также могут украсть невесту, и жениху придется ее разыскивать, как детективу настоящему, и это очень классный конкурс. Мне он, если честно, очень нравится. А есть ли у вас такие конкурсы или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно почитать. Продолжаем смотреть. Sizge massaj жазган адамдын далына коюңуз. А массаж это тоже конкурс, да, наверное? Песни 80-х. Опять танцы. Кара келиңиздер, кудагыдагылар, жан көбейлейбиз, тойлор куттуу болсун деп. Знакомая песня, кстати. Свадьба уже подходит к завершению. Сейчас будут подавать уже основные блюда. И мы сейчас покушаем самые главные блюда. Сейчас будет бешбармак, тазакарта. Бешбармак. Самая вкусная, самая лучшая, самая настоящая кыргызская традиция кушать в 12 часов. 12 часов. Сый тамак келсин. Это там Мурас был? Подождите на секунду. Послушайте. Кыргызская традиция кушать в 12 часов. Беш бармак, сый тамак келсин. А, вот бешбармак подают. Как много. На одного человека.
Тортик. Красивый торт. Очень красивый. Каждому раздают по кусочку. Ага, невеста кормит, я так понимаю. Да, а вот мне интересно, вот сейчас жених кормит родителей своих или родителей невесты? И то же самое про саму невесту. Она кормит родителей жениха или своих родителей? Вот интересно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Такая традиция, я так понимаю, тоже. А потом невеста кормит жениха, а жених невесту. Прикольно. О, и бросают букет. У нас тоже такое есть. Самая энергичная девушка из всех. Наконец, призыв в студию. И что же подарят? Автомашина Toyota 2005 жылғы. Тойоту подарили. Класс. Улыма, гельниме подарок. Южный магистральдан двухкомнатная квартира, элитная квартира. Квартиру двухкомнатную подарили. Вот это щедрые родители, у нас такого не дарят. Ну, может быть, иногда бывает, но не так часто. Ладно, смотрим дальше. И в это время мы кушаем бешбармак, мы кушаем конину. Вот. Но обычно по традиции Конину? Едят только У бешбармак, нас в Украине коней не едят. а остальное все Для меня это в новизну. Так называемая операция пакет. И это отправляется все домой. Операция вот мы сейчас пакет. положили истукан. Это очень хорошо считается. Вот ей тоже положили истукан. У нас никогда ничего не остается. Ха, ну да. Все съедают просто. У нас, наверное, тоже так. Хотя не всегда. Иногда просто жених и невеста забирают себе еду, и им хватает еще на неделю. В общем, Оскар Райс огромный молодец, поэтому огромное спасибо ему, то, что он снял такое классное видео. Еще раз повторюсь, то, что ссылка на оригинал этого видео и на канал Оскара Райза есть в описании. Он действительно молодец, снял очень интересное видео. Других аналогов этому видео просто нет, поэтому поддержите его, пожалуйста. Напишите ему в комментариях под этим видео, то, что вы от меня. Я думаю, ему будет очень приятно. Также в закрепленных комментариях будет ссылка на канал Оскара и на это видео, поэтому поддержите его. Кстати, друзья, у нас еще есть такая традиция, то, что свадьбу гуляют не один день, а целых 2, а то и 3. То есть на следующий день они собираются все вновь, то есть жених, невеста и их гости. И гости переодеваются в жениха и невесту и празднуют дальше. А если у вас такая традиция, напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Ну а так, действительно было очень интересно посмотреть, я узнал для себя много нового. Да, я думаю, и вам было интересно посмотреть это видео, потому что вы узнали много всего нового про украинскую свадьбу, и это тоже очень классно. Огромное вам спасибо за просмотр, пишите в комментариях ответы на мои вопросы, мне будет очень интересно почитать. Смотрите другие видео на канале, с вами был я, Саша, огромное спасибо за просмотр и пока-пока.